Омаров Магомед Хасиевич родился в 1902 году в семье крестьянина в селении Дойкар-Уэл, Толстоюрт. Судьба его не была простой, как и судьбы многих людей того времени, когда лидеры большевиков на Северном Кавказе призывали к борьбе за освобождение от имперского гнета, обещали землю крестьянам и провозглашали право народов на самоопределение. Магомед Омаров активно включился в общественно-политическую жизнь. В середине 20-х годов он в своем родном селе организовал комсомольскую ячейку и был избран ее секретарем. В 1926 году он избирается членом обкома комсомола Чечни. Тогда же вступает в члены ВКПБ. После окончания совпартшколы и педагогического техникума в 1929-30 годах работал заведующим областной совпартшколы. На этой должности сыграл важную роль в подготовке национальных кадров для республики. Вскоре был переведен в чеченский обком партии и назначен заведующим культурно-просветительским отделом. В 1932 году Омаров стал вторым секретарем чеченского обкома партии. В это же время избран членом Северокавказского крайкома ВКПБ, председателем чеченского облисполкома и членом Северокавказского крайисполкома. Работал он вдохновенно, с энтузиазмом. Все знавшие его ценили определяющие черты характера Омарова – открытость, доброту, стремление к справедливости. В те годы, часто бывая в селах, он сталкивался с перегибами в коллективизации. Надо сказать, тогда не только трудно, но и опасно было проявлять объективность. Тем не менее, благодаря личному вмешательству Омарова, многие чеченские крестьяне были спасены от необоснованных обвинений в кулачестве. За это люди до сих пор вспоминают о нем с благодарностью. После состоявшегося в 1934 году объединения Чечни и Ингушетии в Чечено-Ингушскую автономную область, Омаров продолжал занимать руководящие должности в местных органах власти. Затем был переведен на должность заведующего сектором Северокавказского обкома партии. В 1937 году по сфабрикованному доносу был арестован и провел в следственной тюрьме почти 3 года. Однако на судебном процессе была выявлена его полная невиновность, и суд оправдал его. После освобождения из тюрьмы Омаров работал заместителем председателя промышленного совета и наркома земледелия Чечено-Ингушской АССР. В 1942 году, несмотря на имевшееся у него освобождение от службы в армии, Омаров добровольно ушел на фронт, где воевал в должности политкомиссара батальона. В 1944 году, после сталинской ликвидации Чечено-Ингушской АССР и депортации ее населения, Магомед Омаров был демобилизован и направлен в Узбекистан. Там он работал директором машино-тракторной станции. В 1957 году, в восстановленной Чечено-Ингушской АССР, Омаров был назначен заместителем министра сельского хозяйства по кадрам. Недостаток дипломированных специалистов остро ощущался в те годы. Омаров возглавил работу по подготовке национальных кадров для сельского хозяйства. В результате ни одна отрасль народного хозяйства республики не была так полно обеспечена специалистами, как сельское хозяйство. И в этом огромная заслуга лично Магомеда Хасиевича. Стилем его работы по-прежнему оставалась забота о нуждах людей, душевная доброта и доступность для каждого человека. За это его уважали в народе. Ему было далеко за 70, когда он ушел на пенсию. Но и уйдя на заслуженный отдых, он до конца жизни продолжал активно работать в общественных организациях.